ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 17 июня в эфире нашего телеканала вышел сюжет об ухтенке Наталье Булгаковой. Женщина-колясочница просила сделать ей пандус в подъезде. Буквально через несколько дней на всех информационных площадках по всей республике стали появляться сообщения, что о проблеме мамы-инвалида узнал в РИО главы Сергей Гапликов. Теперь Наталье обещают сделать пандус. Только вот проблема в глобальном масштабе меньше от этого не станет. Наталья не единственная мать, которой необходим швеллер в подъезде. Любови Иргиной он нужен, чтобы выводить сына Богдана на прогулку. Мальчик маломобилен. Вся проблема в том, чтобы нам попасть домой, то есть установке пандуса. Согласно индивидуальной программе реабилитации у нас выписан пандус как уличный с улицы, так и внутри подъезда. Это к лифту. Вот. А исполнителем является тоже, как прописан администрация МОГА Ухта. Осенью прошлого года Любовь обратилась в администрацию за положенным. Ей ответили – денег нет. Пока семья ждет, а вдруг средства все же изыщут, и до суда дело доводить не придется. Да и пока родители, пусть и с трудом, но поднимают коляску с ребенком по ступеням. А вот другой маме Александре Епифановой одной преодолевать преграды в подъезде физически крайне сложно. Ее сын Никита тоже инвалид-колясочник, весит уже 30 килограмм, плюс его средства передвижения, все 20. Итого хрупкой женщине с весом 46 кг приходится тягать по бетонным ступеням полцентнера. Терпеть больше нет сил, и женщина обратилась в суд. Пытались через администрацию добиться пандуса, просили уже установить. Отговорки все: либо нету денег, либо пожарная безопасность. Вот. Ждем суда, может, помогут. Швеллер на уличных ступенях есть, но он не подходит ни к одной коляске, приходится тянуть все на себе. Александре постоянно помогают соседи мужчины, видят, каково хрупкой женщине, и даже предлагают скинуться уже всем домом и поставить пандус. Только сама мама ребенка-инвалида понимает, что такой пандус могут демонтировать за несанкционированную установку. Теперь Александра ждет решения суда и надеется, что никто не будет слать потом апелляции, как в случае с Натальей Булгаковой, и о проблеме, которая есть едва ли не в каждой городской многоэтажке, наконец-то услышат и будут решать этот вопрос глобально.